Традиционно поддержать любимые издания и испытать себя в быстроте и ловкости на центральной площади собрались школьники, студенты, коллективы городских организаций и, конечно же, преданные читатели Сибайского рабочего. Участников поприветствовали председатель спорткомитета Радик Габитов, от имени редакции газеты бессменный организатор эстафеты, известный журналист Римма Юнусова-Махмутова. Первыми в сопровождении машин обеспечения ГИБДД и скорой помощи стартовали производственные коллективы. Преодолев дистанцию в более чем 3 километра, первыми к финишу прибежала команда Ледового дворца «Ирандык». А среди учащихся победу одержала школа номер 1. Рады за свою команду? Да. Как вообще далась эстафета? Нормально. Каждый год мы в призах. В том году были первые, в этом тоже первые. Как всегда, в тройке 9-я школа, 2-я школа. Среди студенческих команд быстрыми и ловкими оказались ребята из педагогического колледжа. Помимо командных призовых мест были определены и личные первенства. Поддержать участников эстафеты и газету «Сибайский рабочий» пришли и горожане, для которых печатные издания – это часть жизни. С газетой знакомы, постоянно подписываемся. Рады, что у города есть своя газета, через которую можно узнать все новости. Молодцы, что устраивать такие праздники. Всегда выписываем, читаем, есть очень актуальные новости. Тем более, если живешь в своем городе, нужно знать, быть в курсе событий. Смотреть, как развиваются учебные заведения, как развиваются предприятия, кто чего достиг. Ну, кто банально, кто родился, кто умер, кто юбилей отмечает. Нужно, живя в городе, нужно быть в курсе всех событий. Газета повседневная, своя, родная. Все новости узнаем городские. Будем надеяться, что всегда будет выходить в таком же духе. Перелистнулась еще одна страница истории газеты «Сибайский рабочий» и самого города. Участники эстафеты, проведение которой непременно будет продолжено и впредь, также прочно вошли в историю, внеся в нее и свою лепту. Луиза Мустафина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.